Салам алейкум, хурматле милләттәшләр. Здравствуйте, уважаемые друзья. Скажите, пожалуйста, слышно или не слышно меня? Здесь вот звук не идет, Данир. Щас. Да, все слышу. Ага. Ну, тогда начинаем. Сегодня надо будет сегодняшний итоговый у нас стрим. Хотел подвести итоги года, что у нас за год произошло. Год выдался очень насыщенный на события. Все, я бы оценил бы даже, что этот год, ну, можно сравнить, наверное, с 91 годом только, когда рухнул Советский Союз, по насыщенности тех событий, которые в этом году произошли. Я думаю, что нас впереди ждет еще больше событий насыщенных, еще более грандиозных. Следующий год будет еще больше результативный, наверное, да, на различные события. Вот. Но давайте вспомним все вместе. Кстати, сразу изначально хочу поблагодарить того человека, анонима, который мне отправил 500 рублей. Благодарю. Это на развитие канала, на то, чтобы почаще я выходил, делал видео, выходил в эфиры, занимался политической деятельностью. Потому что политической деятельностью мне приходится заниматься только в свободное время, свободно от работы время. Так вот, год, давайте вспомним, что 2022 год начался с того, что произошли события в Казахстане. Произошли события в Казахстане, но еще до этого, видя то, что назревает какие-то большие события, конфликт между Россией и Украиной, Башкирское национальное движение в лице его лидеров и аксакалов сделали заявление. Сделали заявление, где они написали о том, что призвали всех башкир, которые служат в вооруженных силах Российской Федерации, не участвовать, если будет конфликт, то в нем не участвовать, да, попросили, сказали, что это не наша война, башкиры там не должны участвовать. Ну и как предвидели, в итоге через 2 месяца, 24 февраля, началась война. Но до этого, как я сказал, еще были события в Казахстане. По Казахстану тоже Башкирское национальное движение сделало свое заявление, где поддержало казахов, поддержало тех людей, которые поднялись из-за тех несправедливостей, которые происходили на тот момент, да, в Казахстане. Также мы помним, что силы ОДКБ были введены в Казахстан, и это осудили все практически, ну, здравомыслящие люди, в том числе и Башкирское национальное движение, конечно же, и Башкирский национальный политический центр осудил это. Вот. Ну, как мы помним, войска эти были быстро выведены. Там максимум они, по-моему, 2 или 3 недели были, да? И их быстро вывели оттуда. Что произошло, до сих пор все гадают. Почему были выведены войска? Многие говорят, что так повлиял Си Цзиньпинь, да? Руководитель Китая. Многие говорят, что Эрдоган повлиял. Я лично считаю, что, скорее всего, наверное, Путин вывел свои войска, ну, потому что все прекрасно понимают, что основные силы ОДКБ это были российские войска. Вывел свои войска потому, что он планировал именно нападение на Украину. Для этого ему нужны были свободные войска, он не мог держать их там в Казахстане. Ну вот, скорее всего, поэтому их и вывел он. Вот, ну и Башкирский национальный политический центр, который создался в Вильнюсе в конце 2021 года,
сделал заявление о том, что он собирается бороться за переформатирование федерации. На тот момент это были тогда, ну, наверное, прорывные цели, что ли, так. Вот, спасибо большое, прислали No Name 1000 рублей отправил. Благодарю. Вот, продолжу, что многие БНПЦ, Башкирский национальный политический центр, ставил тогда на тот момент прорывные такие цели о том, что мы собираемся переформатировать федерацию на принципах Айрата Дильмухаметова, который предлагал там построение башкирской политической нации. Но мы от принципа построения башкирской политической нации не отказались, но от принципа построения переформатирования федерации мы отказались. Почему? Потому что произошла война. 24 февраля, как в 1941 году, да, в 4 часа утра Россия вероломно напала на Украину. Я до последнего не верил, что это произойдет. Я помню, что заявление Зеленского было, да, буквально там за несколько часов до начала войны, где он сказал, что сейчас на нас скоро собирается нападать. Мы призываем еще раз там одуматься Россию, да. Вот, я ждал, это уже было поздно, уснул, проснулся от того, что мне позвонили друзья, сказали, включи интернет, посмотри, там Украину бомбит. Действительно, я включил, я в шоке был, охренел от того, что увидел. Как самая настоящая война, там с 4 фронтов начали бомбить. Вот. Поэтому началась самая настоящая война. Хотя, как всегда, Россия назвала это какой-то специальной военной операцией. Хотя уже буквально несколько дней назад Путин в открытую признал, что это война. И получается, что те люди, которые выходили и говорили, что нет войне, которые называли вещи своими именами, всех их штрафовали, кого-то сажали, да, все они пострадали зря, что ли, получается? В первую очередь сейчас Путин должен отсидеть, да, ну или получить, по крайней мере, как минимум штраф. Но мы знаем, что у нас в России судебная избирательная система, силовая система, она работает только в одну сторону. Так вот, началась война, и это, естественно, сразу же изменило цели Башкирского национально-политического центра. Мы, естественно, как и все здоровые силы в этом мире, осудили эту войну и уже тогда поняли, что с этой страной нам, башкирам, нашему Башкортостану делать нечего. Ловить нечего в этой стране, которая нападает на другие страны, пытается с помощью силы принудить их, да, вернуться там или что-то, захватывать территории, хотя по территории Российской Федерации, ну, я думаю, ну, самая большая, да, в мире. Куда еще земли? Зачем столько еще земли? Свою мы не можем обеспечить там. Люди живут, вон, за 100 километров от Москвы отъедьте, там, за МКАДом. Люди выживают, можно сказать, да, не говоря уже, что там происходит на Алтае, в Сибири и так далее. На северах, там, Кировская область, посмотрите, как живут, там, Архангельская область. Вот. А мы все там, Путин все хочет завоевать другие страны. Вот, эта война изменила цели Башкирского национально-политического центра, и мы поставили уже перед собой цель полную независимость. Полную независимость, потому что, как я сказал, с этой страной нам делать нечего, и нужно только выходить из состава этой страны. Мало того, нужно рвать с этой страной. Спасибо Дамиру, который отправил 100 рублей. Спасибо всем, кто поддерживает меня, наш канал, Башкирский национально-политический центр. Вот. Мало того, не просто чтобы выйти уже нужно нам, да, а нам нужно, чтобы эта страна развалилась до конца. И в этом принципиальное отличие между национальными движениями республик, между регионалистами, да, которые думают так же, как и национальные движения, и либералами российскими. В этом у нас принципиальное отличие. Здесь
скажем, произошел раскол между оппозицией, хотя российская оппозиция и осудила войну, естественно, да, против Путина, но они принципиально стоят на позиции, что Россия должна сохраниться. Мы же, национальные движения и регионалистические движения, стоим принципиально на позиции, что Россия должна развалиться на десятки новых государств, не только национальных, но и региональных, вновь образованных, таких как там Уральская республика, Сибирская республика, там, да, Дальневосточная республика, там, я не знаю, как они себя назовут, Московская республика и так далее. Только так эта империя, скажем, потеряет свой вот этот вот угрожающий вид, силу свою угрожающую, перестанет угрожать соседям, нападать на них, потому что давайте вспомним, что даже когда многие говорят, что Россия стала в 91 году там демократической, либеральной и так далее, но мы С видим... наступающим Новым годом! Спасибо, вас также с наступающим Новым годом. Но мы видим, что уже в 91 году она ввела свои войска, то есть затеяла заварушку в Приднестровье, Молдове, да, то есть и сейчас она до сих пор, эта Молдова, страдает от того, что у нее часть территории отторгнуты, что там стоят российские войска. Второе, в 94 году, 96 году, да, то есть когда Чечня отказалась признавать, подписывать договор, Россия отказалась признавать независимость Чечни, началась война, то есть Россия ввела туда свои войска. Это еще раз подтвердило ее имперский характер. Потом мы все помним нападение на Грузию, да, когда от Грузии были отторгнуты Абхазия и Южная Осетия. Ну и 2014 год, аннексия Крыма, за ним вот в прошлом году, в этом году, да, 24 февраля, уже конкретное нападение, да, то есть еще 4 области они отторгли, присоединили к себе. То есть эта страна всегда была империей, и она такой и останется. Какой бы ее демократической ни делали либералы, как бы они ни старались там изменить ее, сделать ее цивилизованной, бесполезно, потому что все вот эти люди, которые сейчас составляют либеральную оппозицию, все они мыслят имперскими масштабами, имперскими мыслями, что Россия должна сохраниться. Можем дать какие-то полномочия национальным республикам, пожалуйста, но вы должны остаться в составе России. Но мы не хотим. Что вы будете с нами делать? Как с Чечней забомбите нас? Вот. Поэтому именно мы и настаиваем на том, что Россия должна развалиться до конца, образоваться десятки независимых государств, которые между собой, я уверен, найдут формы союзов, договоров, да, и будут сосуществовать прекрасно. Так что у нас сейчас, скажем так, да, у нас сейчас единая цель — это скинуть Путина вместе с либеральной оппозицией. Общая цель — скинуть Путина, скинуть этот режим, чтобы он рухнул. Но дальше, уже сейчас у нас, скажем, во взглядах мы расходимся, а дальше я уверен, что еще больше мы разойдемся во взглядах. Я надеюсь, что нам не придется с ними воевать. Вот. Но то, что у нас очень сильные противоречия в будущем вот этой вот страны, недоимперии, это очевидно. Но в Башкортостане в этом году тоже, ну, из-за начала войны можно с уверенностью сказать, что национальное движение и вообще все оппозиционное движение было вынуждено, скажем так, сократить свои какие-либо выступления, акции, мероприятия, которые она проводила. Последнее, самое громкое, сильное мероприятие, наверное, все помнят, это было, когда общественность вышла в защиту башкирских пчеловодов, когда там правительство Башкортостана вновь там без всяких торгов, используя свои коррупционные схемы, пыталось
отдать земли там каким-то французским инвесторам. Хотя это не французские инвесторы, это за ними стоят наши же российские олигархи. Вот. Народ тогда вышло очень много, потому что землю собирались отдать из башкирского заповедника, который расположен в Ишимбайском районе. Больше 1000 человек тогда собралось. Почему-то виновным за это назначили Фаиля Алсынова, которому приписали штраф 10 000 рублей. Хотя Фаиль Алсынов не с Ишимбайского района, он вообще с другого конца, да, Республики Башкортостан, Зилаирского. Причем здесь Фаиль Алсынов? Но надо было на кого-то, да, повесить всех собак. Вот. Потом у нас... И вот это было последнее такое мероприятие, которое достаточно было крупное. После этого уже как бы каких-либо таких серьезных мероприятий не было. Башкиры и другие национальности, общественность вообще не собиралась больше нигде. Вот. От Фаиля Алсынова не отстали. Насколько я знаю, вот буквально в декабре ему еще один штраф дали. Валейкум ассалам, пишут из Ингушетии. Фаилю Алсынову еще один штраф дали в 10 000 рублей за то, что он написал свой пост против мобилизации. Ну, человек имеет свое право высказать свое мнение, но уже только за это сейчас у нас наказывают. В этом году у нас есть и радостные нотки, то есть, да, у нас Рамиля Саитова освободилась. Это очень, скажем так, позитивная была новость. Молодец, она не потеряла свою силу духа, она включилась вновь в общественную деятельность, она активно критикует то, что происходит сегодня в России. Не буду называть вещи своими именами, чтобы не подставлять ее. Но молодец. Она молодец. Это очень показательно, да, что сила духа у этой женщины было всегда много. Вот. Ну и можно констатировать, что у нас в Башкортостане среди башкирского народа, да и вообще во всей России произошел раскол. Раскол в народе, который так успешно, так этот раскол накачивала вот эта вот российская власть, башкирская власть. Произошел раскол, очень многие поддержали войну, к сожалению, много народа не поддержало войну. Но, насколько мы знаем, те, кто не поддержал эту войну, они не могут открыто сегодня об этом говорить, потому что по известным причинам, как я уже говорил, на них накладывают штрафы, их арестовывают и так далее. А те, кто поддержит эту войну, они открыто пишут, скажем так, хаят тех, кто против войны, наускивают на них полицию, правоохранительные органы, ФСБ, прокуратуру. Они открыто угрожают, они открыто пишут заявления в полицию, доносы. То есть страна вообще скатилась в какой-то там, я не знаю, 37-й год. 37-й год очень сильно. То есть они почувствовали свою безнаказанность. Когда человек чувствует свою безнаказанность, он делает, что хочет. У нас в этом году избежал ответственности такой провокатор в Республике Башкортостан, как Арслан Нигаматьянов. Кто не помнит, он в прошлом году на День Республики распылил газовый баллончик в лица пожилым людям, у которых там у многих травмы были, да? На него завели уголовное дело. И то завели уголовное дело только под давлением общественности. В этом году это дело уголовное закрыли. Вот. Но я уверен, что этот человек свое найдет. Он понесет заслуженное наказание. В любом случае. Это 100%. Так что, Арслан, если ты слышишь, ты обязательно понесешь наказание. Запомни это. Вот. Раскол, как я сказал, раскол, да, то есть очень сильно, особенно раскол это сильно сказался, когда началась мобилизация. Даже те, кто не поддерживал раньше войну, но после того, как их мужчины ушли, там сыновья, мужья там или отцы, братья ушли на фронт, да, на войну,
они вынуждены были поддержать уже эту войну, потому что, ну, не могут же они одновременно, да, то есть зная, что их родные и близкие находятся сейчас в войне, воюют против Украины, являются оккупантами, по идее, да, если называть вещи своими именами, они не могут не поддерживать уже эту войну, даже хотя если были против. Так что это еще сильнее раскололо. Особенно меня поразили башкирские женщины, которые прям нападали на тех, кто был против войны. Вот вы предатели, мы там башкиры, мы должны за эту Россию воевать. Что башкиры, что сделали украинцы башкирам? Что башкиры забыли в этой Украине? Нас здесь подавляют, наш башкирский язык запрещают, нашу конституцию всю искромсали, у нас убрали суверенитет, наших национальных лидеров посадили, пожалуйста, Айрат Дильмухаметов сидит, 9 лет дали, да? Организацию Башкор запретили, которой вы когда-то все восхищались. Вы восхищались организацией Башкор, что она делает такие дела, там, да, выступает за башкирский язык, там, выходит против алкоголя, да, то есть против продажи алкоголя, защищает интересы башкирского народа. И тут та власть, которая все это сделала, запретила организацию Башкорт, посадила национальных лидеров, посадила Рамилю Саитову, которая, слава богу, слава Аллаху, да, в этом году освободилась. И вы защищаете эту власть. Ну, как можно вообще это понять? Как у вас вообще в голове умещается? Вы восхищаетесь, пример, назвали в честь Салавата Юлаева, в честь нашего национального героя, башкирский батальон. Это делается специально, чтобы нашего национального героя измазать в этой грязи. Вы это поддерживаете. Человек, Салават Юлаев, который боролся с этой империей. И вы это поддерживаете. И у вас еще хвалите одновременно там, вот наши там Северный Амур. Я говорю, у вас в голове совмещается, это я говорю про тех, кто поддерживает войну, в голове совмещается абсолютно разные вещи. У вас в голове есть восхваление генералом Шеймуратовым, который воевал за эту империю. У вас есть восхваление нашими северными амурами, башкирами, которые воевали за эту империю против, да, Наполеона. И одновременно вы хвалитесь, там, героизируете Салават Юлаева, там, Киндио Арасланова, там, Алдар Батыра, Заки Вальди и так далее. Как вообще это возможно? Это люди стояли, которые на совершенно разных позициях. Вот. Так что народ сильно раскололся, народ очень не хватает людей, которые бы объясняли. Вот я вижу, что вот моего контента явно не хватает для того, чтобы как бы охватить весь башкирский народ, чтобы они понимали, могли отличать черное от белое. Потому что российская пропаганда, башкирская пропаганда, она сильнее действует. Там сидят десятки всяких пропагандистов. Еще добавляется чуть ли не каждый день. Помимо этого Арслана Нигматьянова сейчас там добавился Ильгиз Султанмуратов, бывший председатель Всемирного Крутая Башкир, который льет эту пропаганду в уши, что надо воевать за эту Россию, за империю, умереть надо за Путина, за его золотые унитазы, за его дворцы. Мы должны умереть, иначе мы не сможем жить. Мы без России никуда не можем деться. То есть это люди, которые нас призывают, чтобы мы вечно жили в рабстве у России, чтобы мы вечно были колонией у России. Они прям вот усиленно это толкают в массы. Помимо него там и Юсупов, Юлдаш Юсупов, председатель Всемирного Крутая, сегодняшний башкир, и других там таких полно. Зухра Буракаева, я вообще удивился, когда она включилась в поддержку вот этой мобилизации. То есть она своими же словами, она умный человек, творческий человек, талантливый человек. Ей бы писать наоборот, да, то есть какие-то мирные произведения, да, творить во благо людям. А нет, она весь свой ум, весь свой талант направляет на то, чтобы башкир отправлять на войну, чтобы они там умирали. Это в голове вот не умещается. И таких много. То есть башкирская власть мобилизировала всех, кого можно, имеется в виду мобилизировала для агитации, для пропаганды. И поэтому с другой стороны, вот таких как я, нас не хватает. Моего контента, еще раз говорю, не хватает, чтобы охватить все массы. Нужны еще люди.
Поэтому, кто не боится, я думаю, что они не должны молчать. Выпускайте видео, пишите статьи, активно действуйте в интернете, доводите до мозгов людей, до мозгов башкир, что это не наша война, нам не надо воевать. Человек, если знает, да, то есть, что он там умрет в этой войне, почему бы ему не повернуть оружие против этой российской власти, которая веками угнетала нас, наших башкир? Вот здесь, даже если бы меня вот отправили бы, да, не дай бог, конечно, да, вот на эту войну на стороне России, да я бы повернул бы оружие против, наоборот, я бы там перестрелял бы нахрен всех этих офицеров. Если я знаю, что меня сейчас отправят вот в лобовую атаку там, да, на украинские какие-то там силы, где там умирают наши пачками. За что умирать? За эту Россию. Лучше умереть за свою родину. Башкиры максимум за что должны воевать, это только за свою родину. За свою родину имеется в виду за Республику Башкортостан. За свои башкирские земли, за свою семью, за свою религию. Все. За другое мы не должны воевать. За Путина, за то, чтобы всякие Ротенберги, хорошо, Ковальчуки хорошо жили. Нам что, Навальный мало показал, как они воруют, что ли? Вот это вот меня, конечно, так немножко понесло. Я вот до сих пор удивляюсь. И многие до сих пор не понимают же. У нас уже Башкортостан занимает первое место в федеральном округе, четвертое место по всей России по количеству убитых. Официальных только признанных. Но еще сколько неофициально. До сих пор он объявляет, что умер там когда-то там еще в мае, а только сейчас там об этом объявили. Таких еще будет много. Так что, возможно, изменится мнение людей. Я очень на это надеюсь. Но я боюсь, что оно изменится только тогда, когда количество трупов превысит там тысячи. Вот я боюсь, что только тогда изменится. А это очень плохо. Это очень плохо скажется на нашем башкирском народе. Нас и так мало. Почему мы должны умирать своих? Вы видели, да, вот я недавно читал в интернете нашумевшую вот эту статью, где сотрудник военкомата говорит о том, что получил негласное указание от военкома отправлять в основном татар и башкир. 10% только русских должно быть, а в русские фамилии входят туда, все мы прекрасно знаем, и чуваши, и марийцы, и удмурты, проживающие на территории Республики Башкортостан, и белорусы, и украинцы, и немцы, которых у нас как бы, ну, вот такие народы все, да, они все могут носить русские фамилии. То есть, ну, вот эти славянские там. Явно тюркские фамилии только могут быть у башкир и у татар. Но получается 90%, да, по 45%, 45% башкир, 45% татар, 10% русских. Это что, нормально, что ли? Это же явный геноцид. Явный геноцид идет население. Нас хотят, нас и так мало, нас еще хотят уничтожать. И мы под это сами подписываемся, идем туда. Так что надо доводить до людей, надо с этим бороться. Потому что если никто с этим не будет бороться, мы исчезнем как народ. Мы и так уже исчезали, я же говорю, между переписью 2002 и 2010 годов нас исчезло на 88 тысяч башкир стало меньше. А сейчас насколько, да? Станет еще меньше. Вот. Так что раскол в народе — это страшная вещь. Страшная вещь. Как будем выползать из этой ямы, как будем мириться друг с другом, я не знаю. Вот. Что еще в этом году такого произошло? Есть действительно хорошие новости. В Башкортостане образовалось башкирское подполье, которое начало активно действовать. Сейчас оно, конечно, стихло, потому что очень сильно нашумело по всей России, по всему миру прогремело то, что в Башкортостане там работает активно башкирское подполье, сжигаются военкоматы, сжигаются там офисы политических партий, таких как «Единая Россия» там сожгли, да, КПРФ сожгли, памятник, вот этот монумент дружбы облили краской. Напомню, кто не знает, что монумент дружбы — это вот этот вот обелиск, вот этот вот монумент поставили в честь 400-летия якобы вхождения Башкирии в состав
башкирского народа в состав русского государства. И те, кто это сделал, они сделали заявление, тем самым сказали, что мы рвем с этой Россией. Больше никакой дружбы нету между Россией и Башкортостаном. Кто не знает, что на том самом месте, где сейчас стоит монумент дружбы, раньше там был храм, русский православный храм, где производились, это было лобное место такое, да, где производились казни башкирских бунтовщиков, башкирских повстанцев, башкирских наших героев. Там рубили головы, там четвертовали, там сажали на колья, там вешали, под ребра вешали, за шею вешали людей, там вырывали ноздри, отрезали уши, выжигали на лбу калеными железо, да, буквы там бунтовщик и злодей. Вот что делали на этом самом месте. Там стоял храм, там еще была тюрьма. Потом, когда это все снесли, поставили москвы-тып, да, как у нас башкиры говорят, издеваясь, насмехаясь над башкирами, поставили вот этот монумент, символизирующий дружбу между русским и башкирским народом. Не будет этого монумента. Когда Башкортостан станет независимым, этого монумента не будет. Будет монумент, который будет говорить о том, что есть дружба между всеми народами, проживающими на территории Республики Башкортостан. А вот этого монумента не будет. И будет он стоять на другом месте. Вот. Так что башкирское подполье как бы начало активно действовать. Начались расклеиваться листовки и так далее. Но я говорю, это сильно произвело большой шум. Очень активно начали действовать силовые структуры. Вот. И сейчас это башкирское подполье, скажем так, немножко утихомирило свои активные действия. Но есть и новость, то есть все мы знаем о том, да, что образовалась в вооруженных силах Украины, в ВСУ, появилась рота Башкорт. Рота Башкорт. Я не знаю, кто там участвует, башкиры или не башкиры, или выходцы просто из Башкортостана, как они воюют, где они воюют. Я, конечно, об этом ничего не знаю. Я вижу, что есть такой канал, они не так часто, но выкладывают о себе информацию. Это дает надежду о том, что те люди, которые там воюют, со временем эта рота перерастет в батальон, возможно, и в полк, как полк Калиновского у белорусов. И это вооруженные силы нам помогут в будущем при обретении независимости Республики Башкортостан, потому что явно найдутся силы, которые попытаются сохранить Республику Башкортостан в составе этого государства российского, этой империи. Мы, естественно, будем против этого бороться. И поэтому у нас должны свои уже быть вооруженные силы. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот. Так что я надеюсь, что, да, то есть у нас, мы все, кто не знает, у нас на сегодняшний день в вооруженных силах Украины есть национальный батальон, это чеченский национальный батальон, дагестанский, крымско-татарский, ну и вот сейчас появился башкирский. Башкирский еще не батальон, рота хотя бы, но, по крайней мере, мы выбились вперед по сравнению с другими народами. Аллаху шукр, как говорится, да? Думаю, будет следующий год, я уверен, что он даст еще более положительные результаты в этом направлении. Что еще? Раздел России. Многих волнует этот вопрос, как он будет происходить, что он будет. Я надеюсь, что следующий год, у меня, по крайней мере, есть для этого все основания думать о том, что следующий год будет самым показательным. Он будет показательным для всех, и для населения России. Они поймут, наконец, куда политика Путина завела нас всех. Ну, подсказывают, да, что Туранский батальон, но Туранский батальон это не мононациональный. Там объединены люди разных национальностей. Вот. Так вот, я надеюсь, что следующий год будет очень показательный и уже начнет Россия разваливаться. Будут все для этого предпосылки. Что нужно нам для этого делать? Нам
людям, которые за рубежом находятся, тем, которые находятся в Республике Башкортостан, готовиться, еще раз говорю, готовиться, еще раз готовиться. Если есть оружие дома или где-то там спрятано, приберегите его. Подготовьтесь к тому, что вполне возможно придется защищать свои дома. Вполне возможно, что придется выходить нам все вместе, одним порывом. Я надеюсь, что, конечно, все произойдет бескровно, но, как говорится, предупрежден, вооружен. Оружие – это, скажем, такой аргумент, очень сильный аргумент, да, который может многих склонить на нашу сторону. Вот. Ну и объединяться между собой, создавать группы, которые бы взаимодействовали между собой и в случае чего могли дружно выйти. Потому что рано или поздно развал произойдет. Гражданская война будет или нет. Я очень хотел бы, чтобы она не произошла. Многие меня тут обвиняли, что я призываю к гражданской войне, но я к ней не призываю. Я надеюсь, что ее не будет. Но, к сожалению, все показывает, все идет к тому, все показывает, что, скорее всего, она будет. Скорее всего, она будет, она произойдет. Не знаю, насколько сильно это будет. Если у нас возобладают здравые силы, если мы сможем внутри республики между собой договориться, если мы сможем договориться между соседними государствами здесь, которые образуются, да, то есть сможем договориться с Татарстаном, с Уральской республикой, еще с другими, да, какими-то там вновь образовавшимися республиками вокруг Башкортостана, о дружбе, о согласии, о взаимопомощи, о бесконфликтных каких-то, чтобы все бесконфликтно происходило. По территориям, если договоримся, я думаю, что все будет нормально. Кто попытается, это с Москвы, конечно, будут попытки вновь нас вернуть, нас будут попытаться поссорить друг с другом. Здесь нельзя поддаваться на провокации различные. Нам надо держаться вместе. По Татарстану я тоже говорил, да, что нет ближе для Татарстана на сегодняшний день другой республики, другого народа, чем башкиры и Башкортостан. Также и для Башкортостана нет ближе на сегодняшний день Татарстан и татарский народ, чем татарский народ и Татарстан. Да, у нас казахи, да, как бы есть независимая страна, рядом находится, мы надеемся на ее помощь, но видя, как Токаев проводит свою политику, как он заявляет о том, что он не поддерживает какие-либо там образования, что он действует в рамках ООН и так далее, вполне возможно, он не будет в первое время вмешиваться. Поэтому можно рассчитывать только на себя, только на свои силы, на союз вот этих вот независимых вновь образовавшихся государств, чтобы мы вместе отстоим свою независимость, свою свободу перед имперской Москвой. Потому что Москва, я уверен, она попытается вновь вернуть нас всех. Вот. Ну и я активно общаюсь с украинскими политиками. Они тоже нам готовы оказать поддержку. Так что я думаю, что если мы сами проявим характер и твердость, помогают сильным, и результат вот с Украиной, вот это, да, то, что произошло, вот это очень показательно. Если бы Украина сдалась бы за эти 3 дня, как рассчитывала российская армия, как рассчитывал Путин, если бы она бы сдалась, тогда бы никто бы не помогал Украине. Весь мир бы признал бы, да, что, ну, да, произошел захват, да, наложили бы санкции на Россию там, но никто бы оружие не поставлял бы, ничего не было подобного. Но после того, как Украина оказала сопротивление, мало того, она разбомбила, да, российские силы там, которые там были направлены в первые дни войны. Люди поняли, что весь мир понял, что Украина не собирается сдаваться, и они начали помогать
Украине. Также и с нами. Если мы проявим твердость и характер, покажем свою силу, сплоченность, нам будут помогать. Если мы будем... Молодец. Рахмат Хаубул. Спасибо за... вот, отправили 1000 рублей. Спасибо большое. Постараюсь оправдать ваши надежды. Так вот, мы будем обязаны показать, будем свою силу, твердость и стремление к независимости. Иначе нам никто не будет помогать. Ни Украина не будет помогать, ни цивилизованный мир, ни Турция, ни Казахстан, никто не поможет. Только если мы покажем, еще раз говорю, да, свое стремление к независимости, проявим характер, тогда да, тогда будут помогать. Ну и последнее еще, да, о чем хотел сказать, о том, что Башкирское национальное движение за рубежом, Башкирский национальный политический центр планирует, все-таки мы планируем съезд провести в следующем году. Где он пока будет проходить, пока еще неизвестно. Есть несколько стран, которые есть в списке, скажем, да, ведутся переговоры, но люди, то есть эти страны как бы готовы, да, то есть нам предложить свою площадку, но дело упирается в финансирование. Очень туго с финансами. Для этого мы ведем работу над созданием фонда. Фонд будет называться Башкирский фонд имени Ахмедзаки Валиди, Международный башкирский фонд имени Ахмедзаки Валиди. Он уже практически готов. Я надеюсь, что в первых числах января он запустится. Мы дадим реквизиты. Каждый может будет туда перечислить посильную помощь для Башкирского национального движения. И на эти деньги, я надеюсь, что мы проведем свой башкирский съезд. Башкирский национальный политический центр подготовил свою программу, свой проект будущего независимого Башкортостана, который завтра выложит. Там практически затронуты все аспекты будущего Башкортостана, то есть и экономика, да, и политическая система, и выборы, и вооруженные силы, ну, много что там, да, то есть надеюсь на то, что все ознакомятся с этим проектом, будут предложения, потому что это пока еще только проект. Он будет утверждаться уже на Башкирском съезде с дополнениями, с какими-то, которые вы пришлете в том числе. Так что я думаю, что надо совместно, максимально поработать, включить мозговой штурм, потому что только коллективно мы сможем создать нашу будущую независимую республику Башкортостан. Вот, ну, на этом, наверное, можно подвести итоги, да, что я еще раз сказал, что год прошел там так сильно. В следующий год, я думаю, что будет еще сильнее. И сейчас уже буду отвечать на вопросы, сколько успею, потому что вопросов накидано очень много. Накидали очень много вопросов. Вопросы очень серьезные, такие широкие, на которые 2-3 предложениями не ответишь. Но постараюсь, да? Так, если бы Татарстан... Макс Максимов, да, пишет тут. Если бы Татарстан принял свой суверенитет и независимость в 1992 году и не смогли бы договориться с Кремлем, то ждала ли участь Татарстана такая же, как в Чечне в 90-е годы? И что было бы дальше с РФ? Сейчас, конечно, сложно говорить, что было бы, но я почему-то уверен, что если бы Татарстан отказался бы подписывать договор, да, даже тот двухсторонний, который они подписали в итоге отдельно с Россией, я думаю, что ничего бы с Татарстаном не произошло, никто бы не вел войска бы, потому что если бы Москва ввела бы войска и против одновременно, то есть она уже тогда воевала с Чечней, и если бы она еще попыталась бы ввести войска в Татарстан, это, наверное, уже точно поставил бы крест на России, раскололо бы ее. Татарстан, естественно, поддержали бы башкиры, другие народы Поволжья. Ну и вообще уже как бы у татар намного... Это очень большой народ, у них очень сильная диаспора по всему миру. Шум был бы сильный. Тут уже бы, если Запад
проигнорировал Чечню, да, когда там шли ковровые бомбардировки, настоящий геноцид чеченского народа производили вот эти российские войска там, и Запад закрывал на это глаза, то я думаю, если бы это произошло бы с Татарстаном, уже невозможно было бы закрывать на это глаза, и Запад, и вообще весь цивилизованный мир вынужден был бы отреагировать. Естественно, я уверен, что и башкиры бы точно так же включились бы, если бы Татарстан оказал бы сопротивление, естественно, то башкиры точно так же включились бы в войну на стороне Татарстана против вот этой Москвы. Ну, и произошла большая заварушка, я в этом уверен. Так что, поэтому я считаю, что Москва не ввела бы войска свои, она попыталась бы в любом случае договориться. Надо было продавливать, надо было давить дальше до конца. К сожалению, Ерохимов поддался, да, то есть на уговоры Москвы, хотя и башкирское национальное движение от того времени, 90-х годов, начало 90-х, было против того, чтобы Уфа, Башкортостан подписывал договор. Но Рахимов, скажем так, проигнорировав мнение башкирское национальное движение, вообще общественности Республики Башкортостан, поехал и подписал тот договор в 92 году. Конечно, потом еще переподписал, да, отдельный договор, как и Татарстан в 94 году, но если бы он не подписал бы, держался бы вместе с Татарстаном до конца, Москва никуда бы не делась. Сейчас, возможно, вообще была бы другая страна, и, возможно, действительно федерация бы сохранялась, настоящий федерализм сохранялся бы. Но, как говорится, что было, то было. Так что имеем, то имеем, как говорится, да. Дальше, тут от Шамиля Амангильдина вопрос пришел. Оценка Русланом Габасовым потерь башкирского населения в результате войны с Украиной за 2022 год, в том числе убитыми, ранеными, сдавшимися в плен, попавшими в тюрьму в Российской Федерации, уехавшими из Российской Федерации за границу башкир по Республике Башкортостан и по всей Российской Федерации в целом. Ну, явно больше несколько тысяч, а можно и десятки тысяч человек. То есть, если считать с теми, кто и уехал, те, кто за границу, да, те, кто убит, тем, кто попал в плен, те, кто ранен, то есть или искалечен, в том числе и духовно искалечен. Это десятки тысяч точно. Это очень большая цифра для нашего народа. Я говорю, мы можем попасть в очень большую демографическую яму, из которой сложно будет нам вылезти. И нас, я еще раз говорю, нас может спасти только независимость в этом случае. Если мы не получим независимость, и вот, допустим, Россия сохранит свою, то есть вот эта вот Российская империя сохранится, Путин или там ставленники Путина, последователи путиновской политики останутся у власти, ничего хорошего для башкирского народа это не ждет. Учитывая, какая политика до этого, до войны шла в отношении башкир и других народов Российской Федерации, можно с уверенностью говорить, что сейчас она будет еще хуже. Пожалуйста, посмотрите на то, что сделали с Татарстаном в последние дни перед Новым годом. Ее конституцию искромсали, да, то есть их принудили подписать, там, внести вот эти законы президента, да, они там смогли исхитрить, там, вроде бы, президента сохранить до 2025 года, но уже сейчас на них подают в суд, ну, там всякие имперские депутаты говорят о том, что как бы это неправильно, это незаконно, нам надо, что президент должен быть один в России. Вот, поэтому от Татарстана не отстанут, они будут до конца его добивать, как последний форпост, да, скажем так, федерализма. Вот, и можно с уверенностью сказать, что если вот эта политика вся сохранится, в первую очередь, что они сделают после того, как, скажем, так или иначе война остановится на разных условиях, не знаю на каких условиях, возможно, там они оставят все свои территории, которые они сейчас завоевали, Украине отдадут вновь, ну, лишь бы сохранить власть как-то. Первое, что они сделают, они сразу ликвидируют национальные республики. В первую же очередь. Почему? Потому что национальные движения Российской Федерации подняли головы за этот год. Они открыто заговорили о независимости. Со всех сторон идут разговор о развале и деколонизации России. Это очень пугает Москву.
Они сами уже признают о том, что как бы да, вот тут враги хотят нас развалить и так далее. Они понимают, что потенциальная опасность в первую очередь идет от национальных республик. И они в первую очередь ликвидируют национальные республики. Ну, им вообще плевать, там, сколько башкир сейчас воюет на стороне России, сколько татар, сколько там чеченцев воюет. Им до лампочки. Они не будут с нами считаться. Они ликвидируют национальные республики и все. Поэтому наша задача, чтобы мы, если мы хотим сохраниться как народ, хотим сохранить свою республику, мы должны сделать все возможное, чтобы империя Путина рухнула, чтобы Россия развалилась, а Башкортостан и другие национальные республики и другие регионы получили независимость, создав свои собственные государства. Вот, так. Означает ли поражение в Российской Федерации в войне с Украиной падение путинского политического режима? Что будет с путинским режимом, если Украина выйдет на границы 91 года? Ядерная доктрина Патрушева, железный занавес, всеобщая мобилизация, штурм Москвы, какие версии? Если режим Путина не сможет договориться, они уже проигрывают. В следующем году они еще больше будет видно, насколько они проигрывают в этой войне. Путин уже много-много раз говорил о том, что он за переговоры, то есть он намекает, намеками, да, пытается там как-то подвести Зеленского к переговорам, но Зеленский твердо, молодец, красавчик, говорит о том, что никаких переговоров, пока вся территория Украины не будет освобождена. Но допустим, что Украина вышла на границы 91 года. Крым вернулся, Донбасс вернулся, да, все вот эти захваченные территории. Что дальше? Даже тогда я думаю, что с режимом Путина ничего не случится. Они найдут, что сказать населению. Самых горлопанов, таких как Стрелков и так далее, которые будут говорить о том, что нас предали, власть в Кремле предала, сдала все позиции, она их заткнет, кого надо посадит, кого надо ночью взорвет в подъезде, там, да, в квартире и так далее. Она сделает все для этого, чтобы удержать свою власть. Она согласится на репарации, возможно. Она признает ошибки, возможно, лишь бы сохраниться, да. Она найдет, что сказать населению. У нас столько много ваты в Российской Федерации, которые верят любой чепухе, что им говорят. Вы вспомните, да, то есть первоначальные вот эти вот версии, которые предлагались, чтобы оправдать военную агрессию в сторону Украины, да, по отношению к Украине. Это же было там. И попытка, что якобы там Украина пытается, что какие-то есть ядерные лаборатории, которые там готовят ядерное оружие, чтобы там напасть на Россию. Потом какие-то там биолаборатории там химические, какие-то гуси там боевые, там комары, кого только там не было. Что НАТО расширяется на восток. Что нацисты стоят у руля в Украине. Что мы только сменим режим и как бы и все, ничего мы не хотим, нам не нужны другие территории, хотя тут же присоединили к себе там, да, Запорожскую область, там, Харьковскую и так далее, точнее Херсонскую. То есть и народ верил, народ постоянно этому верил. И сейчас они найдут, что сказать. Найдут сказать, что мы там достигли своих целей и так далее. Так что самое страшное, да, если Запад, а тут, я считаю, это единственная сила, которая может свергнуть этот режим на сегодняшний день. К сожалению, внутри России нету таких сил, которые могут свергнуть режим. Даже вот, как я недавно буквально сегодня прочитал, там, да, все, наверное, уже посмотрели фильм «Голод», который, да, вот недавно вышел. Его, кстати, запретили в показе в России, но он показывает о событиях того голодомора, у башкиров называется Зураслык, который происходил с 1920 по 1922 год на территории, в основном Поволжья и Урала. Тогда башкиры потеряли как минимум 1/3 населения своего. Так вот, люди говорят о том, что если тогда люди ели своих детей
и ничего не делали против власти, не возмущались против власти, то есть она их до такой степени довела, что они даже ели своих детей, младенцев, то сейчас подавно никто не выйдет. Так что здесь максимум можно рассчитывать только на силы Запада, на силы Украины, которые сформируют свою единую общую повестку, цель о том, что Россия должна прекратить свое существование как государство. Она должна быть разбита на десятки государств, деколонизирована, а ядерное оружие должно быть отобрано у нее, поставлено под контроль общих мировых сил, да, ну, пусть создастся какой-то комитет, который, да, то есть будет регулировать этот вопрос и так далее. Так что это единственное. То есть, это значит, что Украина вместе, возможно, с силами НАТО, с теми силами, которые сформируются на Западе, в вооруженных силах Украины, такие как башкирский батальон, там, чеченский батальон, там, дагестанский батальон и другие, я надеюсь, что они сформируются в скором времени, все эти силы пойдут на Москву. Вот тогда уже, да, можно будет подниматься уже и внутри России, внутри национальных республик, и одновременно с двух сторон бить эту путинскую гадину. Только так. Если же все останется на границах 91 года, и Украина этим будет довольствоваться, или Запад попытается там, да, то есть принудить Украину к миру с Россией, то, еще раз говорю, нас всех ждут очень тяжелые времена. Национальные республики ликвидируют. Все, кто сегодня выступает против войны, еще открыто как-то может что-то говорить, они все будут репрессированы. А сама Россия отдохнет, наберется сил, даже под санкциями наберется сил, и через 20, через 30 лет вновь будет нападать. Это ясно всем уже, здравомыслящим людям. Так, как увеличить долю башкирских националистов среди башкир и уменьшить долю зомбаков? Среди них нелетальными методами. Почему огромное число башкир де-факто является советскими людьми с башкирской идентичностью, манкуртами и национал-предателями башкирской нации? К сожалению, пропаганда. Очень сильно влияет пропаганда. Если бы не пропаганда, вполне возможно, можно было бы... Ваты было бы, как, ну, вот, зомбаки или зваты я их называю, да, их было намного меньше. И приведу пример. Когда германский рейх рухнул в 1945 году, а кто не знает, у Гитлера была огромная поддержка германского населения. Он был умнее намного того же Путина, да. Путин сегодня, плевать ему на народ Российской Федерации. А Гитлер, он все делал для своего народа. Все, что он завоевывал в других странах, он вкладывал в свою страну, в развитие. И немцы достаточно хорошо жили тогда, когда еще Германия побеждала. Так вот, очень сильная поддержка была у Путина. И у Гитлера. У Гитлера была очень сильная поддержка. И даже вот сейчас же есть, кстати, боевые отряды бабулек путинских. Там показывают их, нет-нет, там по телевизору, которые выступают и несут всякую ересь. Вот. У Гитлера тоже был какой-то там клуб таких пожилых женщин, фрау, которые очень сильно поддерживали его. И вот этих вот пожилых женщин, после того, как уже Гитлер проиграл, Германия капитулировала, их повезли, собрали вот этих всех пожилых женщин, фрау, да, собрали всех, повезли в концлагерь, в один из концлагерей, чтобы показать все зверства, которые чинили фашистские вот эти гестаповцы над заключенными концлагерей. Показывали печи, крематории, в которых сжигали людей. Показывали там могилы, где там, да, сотнями и тысячами людей туда хранили. Пыточные камеры и так далее. И знаете, что они сказали? Они, говорят, так переглянулись, говорят, да, говорят, Америка, Голливуд, говорит, очень сильно сработал, понастроил, говорит, декорации, браво. То есть получается, что они не поверили
Они посчитали, что это Америка все подстроила, там какие-то декорации создала, что на самом деле это неправда. И у нас сегодня население точно так же до сих пор вот зомбировано. А это все пропаганда. Геббельская пропаганда была очень сильная. Кто не знает, что в Германии еще пока не сменилось целое поколение, те люди, которые были ровесниками вот этой всей войны, да, то есть еще 30 лет, говорит, после поражения Германии по Гитлеру скучали, его поддерживали. И только когда сменилось целое поколение, выросло новое поколение, воспитанное на других ценностях, только тогда уже вот это вот поклонение Гитлеру сменилось на презрение к нему в Германии. Так и у нас пропаганда действует очень умело. Вливаются миллиарды рублей в эту пропаганду. Посмотрите, там, да, целыми днями всякие шоу, всякие там аналитики, всякие пропагандисты, какие-то клипы создают, какие ролики создают, какие-то сейчас внедрили часы в школах, да, для детей. Все делают для оболванивания населения. И это будет очень тяжело сменить, это можно сменить будет только контрпропагандой. Если сейчас резко выключить все вот эти эфиры, откуда льется пропаганда, и начинать объяснять на самом деле, да даже не объяснять, можно не объяснять, люди начнут искать информацию, люди начнут рыться сами в интернете, они поймут, что их обманывали, да. Только так. Вот. И отвечая вот на вопрос, как увеличить долю башкирских националистов, контрпропагандой нас должно быть много людей, которые будут объяснять доходчиво, правильно, грамотно объяснять, что нам с этой страной не по пути, что единственное спасение башкирского народа – это только создание своего независимого государства. Только так. Является ли гражданская война на территории Башкортостана и Идель-Урала обязательным следствием происходящих событий? Или ее можно избежать? Что надо сделать, чтобы избежать возможную гражданскую войну на территории Башкортостана и Идель-Урала? Я до этого уже сказал, я надеюсь, что гражданской войны не будет. Я очень хочу этого, но, к сожалению, все идет к тому, что, скорее всего, гражданская война будет. Как избежать? Надо договариваться. Для этого нужно, чтобы здравые силы пришли к власти во всех новых образованиях, которые произойдут. И в Москве, чтобы, да, то есть пришли либералы, не те, которые хотят сохранить империю, а те, которые будут довольствоваться тем, что у них останется. Вот это, пусть территория вот этой Московской области сегодняшней, да, то есть останется у них, но, может быть, какие-то там соседние области захотят присоединяться, там, пусть это будет вот маленькая Россия, там, начиная от Рязани, там, да, кончая Москвой, то есть, да, то есть пусть эти сохранятся, пусть они довольствуются этим, если это им хватит, и они готовы будут развивать вот это вот образование, которое останется, это будет хорошо. Если в Республике Башкортостан к власти придут здравые силы, которые готовы будут договариваться с Татарстаном, с Казахстаном, с Уральской республикой и с другими образованиями, которые у нас есть, которые образуются. Только так. Если придут радикалы, которые мечтают там вернуть весь исторический Башкортостан, что просто нереально, то и в Татарстане то же самое, если придут эти радикалы, такие как там Ильнар Гарифуллин, да, который мечтает там аннексировать территории Башкортостана. Если придут в Уральской республике какие-то радикалы, в Москве, если придут радикалы, там и в других каких-то государственных образованиях, тогда будет большая война, большая кровь. И пока мы не упьемся этой кровью, пока не положим десятки тысяч людей, мы не успокоимся. А все вы знаете, да, что рано или поздно любая война заканчивается за столом переговоров. В любом случае придется сесть и разговаривать, и договариваться. Поэтому лучше сразу пытаться договориться. Без всякой войны, без всяких кровопролитий, столкновений. Так. Руслан, немало жителей Башкортостана работают на севере. Как считаете, смогут ли найти свое место в родном Башкортостане? Ведь русские сотрудники условной Башнефти, Роснефти и многие побегут в Рашку. Как будет происходить процесс этого замещения?
Да, я считаю, помимо того, что будут конфликты, еще нас ждет большой экономический коллапс. Наверное, экономика будет разрушена. Пока, говорю, вновь новые государства не станут устойчивыми, не утвердятся на своих территориях, не начнут договариваться друг с другом, нас ждут тяжелые времена. К этому это надо понимать, это надо осознавать. Есть такая теория, да, физики, да, что из одного устойчивого состояния, чтобы перейти в другое устойчивое состояние, нужно пройти через хаос. Так что для того, чтобы из сегодняшнего состояния перейти в устойчивое другое состояние, в такую независимую республику, нам придется пройти через хаос, через возможные какие-то конфликты, через экономический спад. Но это все вернется с лихвой, нам всем воздастся старицей, да, как говорится, поднятием уровня жизни, когда мы станем независимым государством. Когда мы перестанем кормить Москву, мы будем только деньги все вкладывать в развитие своей собственной республики. Она у нас не такая большая, население у нас, в принципе, нормально, 4 миллиона, что вполне достаточно для того, чтобы поднять нашу республику, сделать ее процветающим, независимым государством. У нас все для этого есть. У нас есть все ресурсы, у нас есть хорошая промышленность, у нас есть умные люди. Если мы не будем поддаваться провокациям со стороны там имперцев, которые пытаются нас вернуть, еще раз говорю, не попадаться под провокации радикалов различных, я уверен, что нашу республику ждет процветающее будущее. Великолепное просто. Надо просто в это верить. Надо просто в это верить. И когда сейчас говорят, что вот, что нас завоюет Китай, там нас завоюет Америка, там... Зачем? Зачем им это надо? Китай уже сейчас мог бы завоевать по России легко. Он уже практически завоевал. Нам говорят, что вот у нас там все наши природные ресурсы, другие там страны, там сильные страны будут забирать, там по Турции под влиянием пойдем. А сейчас у нас не забирают природные ресурсы, что ли? Весь лес вон селена вывозит. Башмедь, который принадлежит олигархам, выкачивают всю медь у нас с наших Уральских гор. Золото вот добывают, нефть всю выкачивают, газ выкачивают. Куда все это деньги, все это доходы уходят? Сюда, что ли, в республику? Нет. Точно так же выкачивают. Так что бояться того, что как гипотетически каких-то опасностей, что нас ждет там впереди, что мы всех там, нас всех кто-то завоюет и там принудит нас, да, то есть быть под кем-то. Не надо этого бояться. Мир сейчас изменился, сейчас это только Россия не изменилась, живет прошлыми веками, там, да, завоеваниями пытается. Другое в мире сейчас так не живут. В мире люди живут цивилизованно, торгуют друг с другом, расширяя экономическое пространство. А я уверен, что те люди, которые сейчас работают на северах, я считаю, что они вернутся. Многие башкиры, очень много башкир живет на северах, особенно там в таких, как Ханты-Мансийск, там, да, Норильск, Сургут и так далее. То есть я думаю, что они все вернутся в Республику Башкортостан. А вообще численность башкир явно поднимется в независимом Башкортостане, потому что очень многие башкиры вернутся в Республику Башкортостан. Имперцы уедут из Республики Башкортостан, потому что им будет некомфортно здесь жить. Они же хотят жить в единой большой неделимой России, а ее больше не будет. Поэтому они поедут туда, куда-нибудь, в сторону Москвы, туда. Я думаю, что там будет сбор всех вот этих имперских сил, наверное, скорее всего. А к нам сюда вернутся башкиры, останутся те люди, которые хотят жить в Башкортостане, которые хотят строить свое будущее с Республикой Башкортостан. Многие башкиры вернутся с других областей и переедут сюда. Я думаю, что все будет нормально. Так, сейчас надо заканчивать. На последний вопрос отвечу. И все. Так. Часто слышу от вас концепцию башкирской политической нации. Это очень круто с учетом того, что башкир не так много в РБ. И эту концепцию мы, безусловно, должны
брать на вооружение. Более того, идея башкирской политической нации может быть применена и на территории исторического Башкортостана. Я убеждена, что жители Челябинской и Оренбургской областей знают, что они живут на исконно башкирских землях, и у них менталитет, как и у нас. Как вы смотрите на перспективы интеграции этих областей в состав Башкирской республики с использованием вашей концепции? Я считаю, что нам в первую очередь нужно построить башкирскую политическую нацию на территории Республики Башкортостан. Только тогда, когда мы сможем, вот весь многонациональный народ Республики Башкортостан сможет жить дружно на территории Республики Башкортостан, работать на благо, процветать, когда мы сможем Республику Башкортостан сделать процветающей, богатой, независимой страной, где будет очень высокий уровень жизни, тогда, возможно, соседние областя захотят присоединиться к нам, у которых, возможно, так не получится, как у нас. Ну, это я просто, да, говорю. Тогда да, тогда они будут, возможно, включены, там, и то посмотрим. Потому что все-таки надо помнить, что Республика Башкортостан – это колыбель башкирской нации. У башкир нету другой земли, кроме Республики Башкортостан, где она бы реализовала свое право на самоопределение, где она сохраняла и развивала бы свой язык, свою культуру, свои традиции. Другой земли нету. Если татарину на территории республики, который проживает в Республике Башкортостан, вдруг по тем или иным причинам станет некомфортно жить в Республике Башкортостан, он не захочет больше жить, он всегда может переехать в Республику Татарстан, и он себя будет чувствовать там комфортно. Почему? Потому что вокруг него будет татарская среда. Он включит телевизор, там будет татарские телеканалы, возьмет газету на татарском языке, в любой момент ребенка отдаст в татарскую школу. Он будет жить на территории Республики Татарстана, где татарский народ реализовал свое право на самоопределение. Он себя будет чувствовать в своей среде комфортно. Русский, проживающий на территории Республики Башкортостан, сможет в любой момент уехать на территорию Рязанской области, Воронежской, там, Курской, и он будет чувствовать себя комфортно в этой среде, потому что он будет среди своих. Башкирам ехать некуда. У нас это единственная земля, где мы можем сохраниться как народ. Поэтому те, кто проживающие другие народы на территории Республики Башкортостан, должны понимать, что в первую очередь Республика Башкортостан – это колыбель башкирского народа, где башкирский народ может и должен сохраниться и развиваться. Другой земли у нас нет. Вы должны это понимать и признавать это. Вы должны признавать, это я обращаюсь к другим народам, про наше право на самоопределение. У каждого другого народа, который проживает на территории Республики Башкортостан, есть другие свои такие колыбели. У татар есть Татарстан, у чуваши есть чуваши, у марийцев есть Мариэл, да? У русских там русские областя и так далее. У башкира нету, еще раз говорю, земли другой. Поэтому вы должны это понимать и признавать. И если вы будете это понимать, если это другие народы, проживающие на территории Республики Башкортостан, будут это понимать и признавать, тогда башкирская политическая нация состоится, и мы сможем все жить счастливо, без всяких каких-либо проблем. Думаю, что на этом я буду заканчивать. Извините, что я не ответил на все вопросы. Если отвечать на все вопросы, стрим надо было бы вести 3 часа. Но 3 часа никто не будет смотреть этот стрим. Ну и поэтому я думаю, что 1, наверное, января сделаем еще один стрим. На этом все. Спасибо большое. Хаубулогат, хурматле милләттәштәр. Всех с наступающим, кто отмечает этот праздник. Кто не отмечает,